Сегодня на нашем заседании присутствует глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов, председатель Народного собрания Республики Ингушетия Магомед Умарович Тумгоев и представители республики. Давайте их поприветствуем. И, коллеги, разрешите мне час субъекта на заседании Совета Федерации объявить открытым. Для начала посмотрим видеоролик о Республике Ингушетия. Прошу включить. На северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта расположился самый молодой субъект России, край башен и легенд – Республика Ингушетия, который издревле является важным участником исторических событий на Северном Кавказе. Здесь проходили караванные дороги Великого Шелкового пути, соединявшие цивилизации Европы и Азии. Ингушский народ богат древней историей и культурой. Здесь чтят старших, с особым трепетом и уважением относятся к женщинам и детям. Ингушетия входит в число динамично развивающихся субъектов России. Мы строим заводы и фабрики, школы и больницы, спортивные залы и дома культуры. Реализуем проекты в партнерстве с российскими и иностранными инвесторами. В 2021 году в Ингушетии заработали новые предприятия – швейная и обувная фабрики, лесоперерабатывающий комбинат, а наши заводы по производству алюминиевых радиаторов и полимерных труб уже зарекомендовали себя как надежных поставщиков высококачественной продукции. В регионе активно развивается транспортная инфраструктура и логистика. Плодородная земля испокон веку являлась главным богатством жителей Ингушетии. Сельхозпредприятия из года в год улучшают показатели по собираемости урожая. В 2021 году на прилавки магазинов поступила первая партия продукции инвестиционного проекта птицекомплекса «Южный». Асад-гигант Ингушетия и агрокомплекс Сунжа обеспечивают крупнейшие рынки и продуктовые сети страны сочными фруктами и овощами. Благодаря реализации нацпроектов демографии и здравоохранения в Ингушетии сохраняются самые высокие показатели рождаемости. Люди здесь – главная ценность. В мире и согласии живут ингуши, русские, чеченцы, турки-месхетинцы и представители других национальностей. Все они своим каждодневным трудом развивают экономику, здравоохранение, культуру, образование и спорт. Сегодня наши спортсмены поднимают флаг России на самых престижных международных соревнованиях. 5 олимпийских чемпионов из маленькой Ингушетии – гордость всей страны, а возглавляют список славных сынов и дочерей нашего народа – герои Отечества, последний защитник Брестской крепости и первый герой России – ингуши. Историческое сердце Ингушетии – высокогорный юг, где сплелись воедино древность и современность. Уникальная башенная архитектура и непревзойденная по красоте природа притягивают туристов со всего мира. В 2020 году мы отметили 250-летие единения Ингушетии с Россией, а в 2024 году отметим еще одно важнейшее историческое событие – столетие ингушской государственности. Годы идут, сменяется поколение, неизменным остается одно – Ингушетия продолжает писать свою славную историю в составе великой страны России. Спасибо большое, коллеги. Слово для выступления предоставляется главе Республики Ингушетия Махмуду Али Макшариповичу Калиматову. Пожалуйста, вам слово. Спасибо за предоставленное слово. Валентина Ивановна, я с большим удовольствием нахожусь в стенах Совета Федерации и хотел бы в первую очередь поблагодарить вас, всех членов Совета Федерации, и информирован председателем правительства, председателем парламента Республики Ингушетия, министрами о той плодотворной работе, которая вчера была проведена на комитетах. Безусловно, для нас это очень важно, потому что республика в действительности молодая, с другой стороны, возраст такой хороший, когда уже надо результаты показывать. Уже 30 лет будет в следующем году. Но все-таки не обойтись без некоторых цифр. Я бы вкратце изложил некоторые нюансы, которые тревожат нас. И думаю, это присуще и отражается и на других субъектах. Но именно вот
нашего Северного Кавказа. Сегодня у нас возникают вопросы, которые с 1992 года социальная структура, она в принципе была предоставлена тремя, это в 1992 году преобразование, тремя районными больницами, несколько садов, в лучшем случае двухсменными, а иногда трехсменными учебными заведениями, ну и несколько районами Дом культуры. Как вы, уважаемая Валентина Ивановна, абсолютно верно отметили, согласно части 2, части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство, права и свобод человека-гражданина, независимо от жительства, места жительства и других обстоятельств. Именно благодаря этой норме, подкрепленной вашей поддержкой и участием, а также помощью Федерального центра, реализация национальных проектов Республики Ингушетия складывается совершенно другая картина. При этом следует отметить, что если в рамках реализации нацпроекта в других регионах социальная инфраструктура совершенствуется, то в нашей республике она создается. Соответственно, у нас существует ряд вопросов и проблем, связанных с нехваткой объектов социальной направленности. Республика Ингушетия в части развития ее идет стабильно и развивается. У нас достаточно большой доход бюджета в 2021 году более 19%. И исполнение республиканского бюджета налоговых и налоговых доходов более 61%. Количество крупных действующих предприятий у нас 5 действующих и 11 мы планируем в последующем ввести в этом году, в крайнем случае на следующий год. Это очень предприятие, самое главное, которое решает самую главную программу, основную проблему – это безработица. Это более 2500 мест рабочих. Это очень важно. Последующие годы мы хотим эту цифру довести, я думаю, до 15 тысяч, 14-15 тысяч. И это реальные предприятия, реальные рабочие места и реальная продукция. То есть я подчеркиваю, потому что много составляющих есть коррупционные во всех этих сферах. Мы с ней не просто боремся, а всегда занимаемся, чтобы ее хотя бы уменьшить. Лучше инвестиционная привлекательность. У нас инвестиционных портфелей насчитывается более 40 проектов, в том числе и 10 в сельском хозяйстве. Мы разработали модель экономического развития, которую предстоит защитить перед правительством Российской Федерации. В ее рамках планируется создание тех 14-15 тысяч рабочих мест, и мы будем ее защищать в ближайшее время на правительстве Российской Федерации. Особую роль в развитии играют национальные проекты, указом президента, которые определены, и за их реализацией наблюдают и парламент, и федеральные ведомства, и, естественно, мы сами всегда держим это на контроле. Направление на улучшение качества жизни, они все направлены. В текущем году завершение более 80 мероприятий. Это почти на 12 миллиардов рублей. Уважаемая Валентина Ивановна, вместе с тем в республике существует ряд острых проблем, существенно сдерживающих развитие решений, которых невозможно без вашей поддержки и поддержки Федерального центра. Бюджет, когда мной заступил на должность, он составлял долгов 11 миллиардов 800 миллионов. Мы экономией, даже около 900 миллионов сэкономили на торгах, то есть взяли под контроль всю финансовую составляющую. Кроме того, некоторые социальные выплаты перевели их на карточки, и у нас сразу десятки, можно сказать, тысячами снизились те выплаты, которые, понимаете, не совсем были корректны, мягко говоря. И в этом плане мы 6,6 миллиардов сэкономили. И у нас осталась та сумма, которая нам немножко не под силу.
и к нам применена мера бюджетного принуждения. Естественно, мы не можем регулировать финансовые наши возможности, даже если они у нас есть. Тот транспорт, если взять развитие промышленности и рост туристического потока, а у нас с 2021 году, с 1 по 11 мая, у нас туристов только в Жайравском районе за 10 дней до 21 тысяча посетили. У нас это потому, что у нас погранзона, там она фиксируется, поэтому у нас точные данные есть. Поэтому есть возможность развития транспорта, и она нам необходима, потому что 80% транспорта, это почти 90% уже они к эксплуатации, мягко говоря, не подходят. Самое главное еще в Республике Ингушетия – это заниматься политикой и развитием молодежной среды, самой молодежи. У нас 36% составляет от численности населения молодежь. Поэтому это огромный, во-первых, потенциал молодежи. В то же время они должны применить тот свой интеллект и физические, и другие свои навыки в служении республике и в целом нашей России. В этой связи, Валентин Иванович, хотел бы обратиться к вам о включении в проект патриотического воспитания, строительства Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», а также многофункциональный центр «Дом молодежи». То есть духовность, она важнейшая часть, которая видна, и она лежит на плоскости в первую очередь. Я бы сказал, она как бы в разное отнесена. В основном материальные блага, в основном какие-то объекты и другие. Но многое необходимо, потому что, чтобы молодежь, она еще развивалась духовно. А у нас Дом культуры есть с 1973 года, где все мероприятия проходят во всей республике. И заложены эти филармония государственная, государственный русский театр, тоже в 2015 году определено. Библиотека находится в 100-летнем здании, раньше там была, извиняюсь, конюшня. У нас республиканская библиотека там. Приспособленное помещение еще с советских добрых времен наших. Здравоохранение звеном республики – это же качество услуг, которые в сфере здравоохранения. Сегодня условия пандемии выделяется нами, не буду подробно говорить, она у нас стабилизируется, а снижается последние 2 недели. Поэтому не буду на это много заострять внимание. Оно у нас всегда на слуху, информационно и в целом обсуждаемо ежедневно. У нас дефицит помещений, больниц. Они у нас республиканская, она бывшая районная, она рассчитана на определенное количество мест. Но сегодня там 3 раза превышает нахождение койко-мест. В общем, в целом, говорит, 45% критических значений является у нас больниц, помещения, где находятся больницы и поликлиники. Если возникал вопрос объектом здравоохранения республики, у нас была бы просьба, мы заявлялись и... Продлите время, пожалуйста. Все, заканчиваю тогда. В общем, постройка больницы, которая бы регулировала бы в действительности более 450 койко-мест и посещение 250. В целом, если сказать, Валентина Ивановна, вчера в действительности хотел поблагодарить вас еще раз и представителей комитетов, членов Совета Федерации за подробное изучение тех вопросов, принятие их. И в последующем, думаю, что то постановление, которое примется Советом Федерации, оно в последующем послужит для нас разработкой плана реализации вашего постановления. И мы надеемся реализовать это с помощью Совета Федерации и ведомств Российской Федерации. Спасибо за внимание, Валентина Ивановна. Спасибо большое.
Коллеги, позвольте мне также сказать несколько слов. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, уважаемый Магомед Умарович, уважаемые представители руководства Ингушетии, коллеги, прежде всего хочу еще раз сердечно поприветствовать делегацию Республики Ингушетия в Совете Федерации и поблагодарить, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, вашу команду за содержательные доклады, за яркую культурную программу и познавательную выставку. Мы в очередной раз убедились, насколько у вас красивый, самобытный, колоритный регион. Думаю, каждый, кто побывал на вашей земле, я в их числе, согласится, что Республика Ингушетия – край поистине удивительный. Его жители по праву могут гордиться ратными трудовыми подвигами предков, богатыми, уходящими вглубь веков традициями и настоящим горским характером. Совсем недавно, в прошлом году, республика отметила большой юбилей – 250 лет единения Ингушетии с Россией. А через 3 года предстоит еще одно важное для региона событие – 100 лет образования республики. Я абсолютно убеждена, что такие памятные даты должны служить не только напоминанием о славных страницах истории, но и придавать импульс более динамичному развитию региона. Думаю, что проведение Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации также будет этому активно способствовать. Мы видим, коллеги, из доклада главы республики, председателя парламента, что ситуация в экономике республики постепенно меняется к лучшему. Сегодня уже были отмечены позитивные показатели и в строительстве, в животноводстве, в развитии агропромышленного комплекса. Постепенно стабилизируется ситуация в финансово-бюджетной сфере, улучшается собираемость налогов. Это важный шаг к финансовой самостоятельности региона, курс на достижение которого взяло руководство Ингушетии. Уровень газификации в регионе один из самых высоких в стране, и началась программа по догазификации, которая правительством создана по поручению президента, оставшихся домохозяйств. Спрос на нее большой, поэтому просила бы руководство республики обратить внимание, правильно организовать эту работу. Во всех школах обеспечено горячее питание для детей. Эти и другие достижения республики – это результат напряженного труда жителей Ингушетии, ее руководства, показатель эффективности работы региональной команды. И главное условие для дальнейшего успешного экономического и социального развития – это, безусловно, сохранение социальной и политической стабильности в Ингушетии. При этом важно, что вы открыто говорите и о существующих проблемах. Проблем в Ингушетии, конечно, много. Они имеют такой накопленный, я бы сказала, характер. В одночасье их все не решить. Прежде всего, учитывая, что Ингушетия один из регионов лидеров по рождаемости и темпам роста населения, наверное, не все знают, что коэффициент рождаемости в Ингушетии по итогам прошлого года составил 12,9 на 1000 человек населения. Это второе место в России. Так вот, учитывая это лидерство, на первый план выходят, конечно, вопросы развития социальной инфраструктуры, о чем говорил в своем докладе глава республики. Несмотря на активное строительство детских садов, школ, их по-прежнему серьезно не хватает. Много школ, не буду называть цифры, но работают 2 смены, и сохраняется очередь в детские сады для детишек от года до 7 лет. Особенно, кроме того, жители республики, особенно в сельской местности, нуждаются в спортивных объектах, учреждениях культуры. Не менее пристального внимания заслуживает развитие системы здравоохранения. Знаю, что регион активно включился в программу модернизации первичного звена. Медучреждения постепенно оснащаются новым современным оборудованием, высокопроходимым санитарным транспортом, что особенно важно для горных районов. В то же время для региона жизненно необходимо увеличение больничных, амбулаторно-поликлинических мощностей. Этот вопрос должен оставаться безусловным
приоритетом для власти. Надо, чтобы медицинская помощь была доступна для всех жителей республики, как в городе, так и в сельских территориях. Безусловно, с инфраструктурными вопросами неразрывно связаны вопросы подведения коммуникации. Речь идет о бесперебойном энерго- и водоснабжении, расширении транспортной сети и так далее. Без решения улучшения качества инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, конечно, говорить об инвестиционном развитии республики крайне сложно. Знаю, что есть и конкретные просьбы в части развития железнодорожного транспорта. Учитывая, что сегодня в сайте Федерации проходит день РЖД, у вас есть хороший шанс, я обращаюсь к руководству республики, с РЖД сверить часы и договориться о совместной работе. Отдельно, коллеги, хотела бы остановиться на проблеме безработицы и теневой занятости. Пока, к сожалению, этот вопрос для региона стоит очень остро. Безработица, несмотря на постепенное снижение, все-таки остается одной из самых высоких в России. При этом доходы населения остаются на пока низком уровне. Пандемия только усугубила это положение. Махмуд Али Макшарипович уже отметил инициативы, которые планируется реализовать в республике в плане увеличения количества рабочих мест, и все остальные проекты рассматриваются через призму создания новых рабочих мест. Это правильный подход, он себя оправдывает, но, учитывая сложную ситуацию в регионе, конечно, нужно действовать активнее. Одним из востребованных направлений здесь может быть развитие, в том числе сферы туризма. Руководство обращает уже на это внимание. Действительно, в Ингушетии есть на что посмотреть, что увидеть. Сотни объектов культурного наследия, знаменитые средневековые башни, заповедники, горы, реки, водопады и в дополнение ко всему и комфортный климат. Поэтому я призываю вас развивать туристические маршруты, создавать инфраструктуру, более активно продвигать позитивный гостеприимный имидж республики. К слову, мы в Совете Федерации постоянно напоминаем регионам о том, как важно популяризировать свои местные бренды. И хочу отметить, что буквально на днях, как уже говорила об этом Лилия Салаватовна Гумерова, завершился национальный конкурс «Вкусы России». Его уже второй год подряд проводит Министерство сельского хозяйства. И Ингушетия на нем очень ярко презентовала дух халтам. Это такое мясо с галушками, я его пробовала, очень вкусно. Халву, шоколад, магаз. Мне кажется, так красиво все это было подано, что теперь все захотят к вам приехать, все это попробовать. Это тоже составляющая туристической привлекательности. Коллеги, пространство для креатива у вас колоссальное. Есть все шансы, чтобы стать настоящим центром притяжения для туристов. И если подойти к организации этой работы с умом, творчески, то от желающих побывать в вашем гостеприимном регионе не будет отбоя. И вообще, в целом, Ингушетия, как и каждый другой регион, имеет огромный потенциал, который пока в полную меру не задействован в интересах граждан Ингушетии. Конечно, я хочу обратить внимание руководства на необходимость постоянного диалога с населением республики, сверки часов, информированности. Это, безусловно, будет способствовать и социально-политической стабильности. Я внимательно познакомилась с социальными сетями, и что пишут граждане республики Ингушетии. Ну вот на что бы я обратила внимание, в первую очередь председателя правительства Ингушетии. Да, есть, конечно, проблемы, которые имеют непростой характер, имеют необходимость долгосрочных действий, но есть такие, которые не требуют больших средств, но на которые надо незамедлительно реагировать. Вот, скажем, граждане республики жалуются на то, что новые школьные автобусы, которые были приобретены, 30 новых, а вообще в республике, по-моему, 67 школьных автобусов, часть из них стоит на приколе, потому что школам
не выделили средств на оплату бензина, и чуть ли не с родителей собирают средства на бензин. Но это вообще недопустимо, коллеги. Обратите на это внимание. Вот если бы вы также читали каждый день сети, как я, готовясь к Дням Ингушетии, наверное, вы бы более оперативно реагировали. Может быть, не все достоверно, может быть, люди не информированы, но тогда ответьте. Первое. Второе. Совершенно недопустимо. Это не 90-е годы, как пишут в сетях, есть задержка зарплаты учителям. Неужели такое может быть сегодня? И социальных выплат. В частности, жалуются на, ну не буду перечислять все категории, пожалуйста, разберитесь с этим. Просто комитет, министр по образованию должен держать этот вопрос просто каждый день на контроле. Задержка недопустима. Не то, что там на 5-6 дней на неделю, не на 1 час. Здесь все должно работать как часы. Ну и третье хочу сказать. В республике ведется активное дорожное строительство. Молодцы, вот глава республики, руководство молодцы. Дороги плохие в Ингушетии были. Они явно улучшаются. Но на что жалуются жители республики? Что дороги к социальным объектам, к школам, к медицинским учреждениям плохие. Но это же не магистраль построить, да, это проложить кусок дороги, чтобы детям, больным людям, инвалидам на колясках удобно было подъехать к социальным учреждениям. Это не требует таких больших расходов. Это требует просто внимания. Просила бы также обратить на это внимание. И что касается сферы здравоохранения, на которую тоже обращают внимание, конечно, нужны большие средства финансовые. Без федеральной поддержки Ингушетия не справится вот со всем этим комплексом проблем, в том числе в сфере здравоохранения. Ну, скажем, ФАПы. Да, начали ремонт ФАПов, начали ремонт городской больницы, других больниц, оснащение. Ну, ФАПы – это не такая дорогая история. Но надо, чтобы в каждом горном селе, в каждом поселке обязательно был ФАП, чтобы была доступность к оказанию медицинской помощи. Посмотрите, пожалуйста, еще раз вашу программу модернизации первичного звена. Махмуд Али Макшарипович, еще раз внимательно проанализируйте, да? И я думаю, что эти вопросы должны найти отражение в нашем постановлении. Ну и что касается безработицы, может быть, это не соответствует действительности. В сетях пишут, что на швейной фабрике 400 вакансий, не хватает рабочих. Мы говорим о безработице, и в то же время 400 швей не хватает. Ну так надо оперативно реагировать. Я не знаю, курсы по переподготовке организовать, волнуются, а вдруг закроют. Не закроют, нельзя закрывать, наоборот, надо развивать. Но нельзя, когда с одной стороны безработица, с другой стороны 400 вакансий. Это 400 рабочих мест. Надо этим тоже Министерству по труду, социальной защите активно заниматься. Ну, это так, мои пожелания, как бы, и то, что мне показалось. Но думаю, что все это должно предметно быть прописано и в нашем постановлении по согласованию с руководством республики.